Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футбола. ЛТР представляет матч Премьер-лиги Кыргызской Республики сезона 2025 года. Встречаются команды Кыргыз-Алтын из города Карабалта и футбольный клуб «Алга» из города Бишкек. Составы команд гости. Футбольный клуб «Алга» играет в красной форме. 16 номер вратарь Азирет Сманалиев, номер 8 Байбол Эрмеков, номер 9 Арген Эмильбеков, 10 номер у Кайрата Абдирасулова, 14 номер Даниэль Разулов, 19 номер Рыскельды Маданов, 22 номер у Адилета Далюткельдиева, 23 номер Владислав Прильёпа, 27 Артем Истрашкин, номер 49 Предрак Касчелан и номер 78 Султан Бакалеев. Главный тренер команды Сергей Попов. Хозяева поля Кыргыз-Алтын играет в желтой форме, их состав на игру. Вратарь первый номер Андрей Попович. Под вторым номером играет Александр Чиш. Шестой номер у Джангыша Куринкеева. 9 номер Нурбол Бахтыбеков. 10 номер Азамат Умиралиев. 11 номер Рыскельды Артыкбаев. Номер 13 Канат Акматов. Номер 14 капитан команды Эрмек Ниязалиев. Номер 20 Рыскельды Шенбек Лу. 21 номер у Эльдиара Сардарбекова. И номер 22 Евгений Чумак. Главный тренер команды Владимир Тункин. Матч обслуживает бригада судей в составе. Судья в поле Алимардон Байназаров, первая категория город Ош. Первый помощник Нурланбек Алмабек Улу, первая категория город Бишкек. Второй помощник Джахангир Сержиддинов, город Ош, первая категория. Резервный арбитр Терюбай Талабек Улу, первая категория город Карабалта. Инспектор матча Замирбек Чиныбеков, город Бишкек. И комиссар матча Аббас Торрес, город Бишкек. У микрофона сегодня буду с вами я, комментатор Азамат Аслбашев. И теперь все, внимание непосредственно на поле. Кыргыз-Алтын против Алги. И будет, надеюсь, очень интересный матч. Ну, потому как в этом сезоне у Карабалты много что получается. Кыргыз-Алтын, да, по привычке уже сколько сезонов эта команда называлась Карабалтой. Сейчас команда сменила собственника и название, и дела идут в гору. Кыргыз-Алтын находится в середине турнирной таблицы, в то время как Алга, команда, которая последние годы была в числе фаворитов чемпионата, сейчас в роли, в другой роли совершенно, в другой статус у команды, которая находится внизу турнирной таблицы и решает немножко другие задачи. Но тем не менее, любая команда, а в этом году первенство очень интересное, решает задачи как локальные, так и может себя проявить очень даже неплохо. Выигрывают и аутсайдеры записные у фаворитов. И в этом году очень сложно сказать, какие команды будут претендовать на самые высокие места. Да, есть, конечно, и Мурас Юнайтед, есть и Алай, который лидирует в чемпионате. И есть другие команды, которые каждый сезон претендует на самые верхние строчки. Но уверяю вас, дорогие друзья, что любая команда в этом сезоне готова преподнести сюрприз. Итак, матч начался. Мы видели первую атаку карабалтинцев. Это и понятно. Хозяева поля чувствуют себя, конечно, как рыба в воде. Да, знаком каждый участок поля, каждый бугорок, каждая травинка. Ну, а команда Алга, конечно, это команда, которая находится в гостях и будет, наверное, немножко какое-то время стартовое, да, будет привыкать еще к этому полю, к этим трибунам. На трибунах сегодня очень много зрителей. В Карабалте всегда народ ходит на матчи. Никогда не видел, чтобы трибуны вообще пустовали. Да, и этим очень хорошо отличается местная команда. Ну и игра в этом сезоне команды очень даже неплохая. Вот у нас с вами есть, дорогие друзья, прекрасная возможность понаблюдать за действиями футболистов и за действиями команды. В чем секрет этого успеха? Да, вдруг команда в этом сезоне заиграла. Да, были приобретения неплохие, да, были качественные игроки, приглашены еще в прошлом сезоне. Есть вот у нас травма. Да, очень тяжело с травмами в команде Кыргыз-Алтын. Один из лидеров. Вот,
Айдар Мамбеталиев получил серьезную травму, но однако он сегодня у нас в заявке на матч, что уже очень интересно. А здесь сейчас покидает поле номер 22 Евгений Чумак. Досталось ему в эпизоде. Но я думаю, все в порядке. С ним будет. Выглядит он неплохо и готов уже сразу выйти на поле. Алга начинает свою атаку. И посмотрим, на что сегодня претендует Алга. По крайней мере, в начале игры. Перевод направо. И карабалтинцы получают право на вброс мяча из-за боковой линии. При владении мячом у Алги 3 человека вот, ярко таких выраженных игроков атаки. Вот, что сейчас заметно в первые минуты матча. Можно играть. Судья находился рядом. Все прекрасно видел. Но на стадионе, на поле у нас ветер, дорогие друзья. Поэтому вы не думайте, почему меняет траекторию мяч. Да, почему футболисты, выбивая мяч, и рассчитывают в одну точку падения его, а он приходит совсем другую. Да, сегодня в Карабалте сейчас такое предгрозовое, наверное, настроение у погоды. Вот, наверное, пойдет дождь скоро. Вратарь команды Кыргыз-Алтын Андрей Попович устанавливает мяч и вводит его в игру. Но интересно, в этой атаке, мы с вами видели, дорогие друзья, карабалтинцы не торопятся большим числом атаковать. Значит, все-таки команда очень серьезно будет относиться к оборонительным действиям, да, к таким элементам, как отбор, да, перехваты. Будет уделяться, я думаю, повышенное внимание. Да, нет задачи у команды, как видно, сделать такой стартовый натиск, штурмовать ворота соперника, забить очень быстрый гол. Не очень хорошая передача получилась, и Алга идет вперед. Можно и пробить направо. Подработка себе под левую ногу, передача налево. Но немножко далековато от Рыскальды Маданова проходит мяч на неудобной высоте. Добавиться он не смог. Хотя задумка была очень даже неплохая. И карабалтинцам, я думаю, надо немножко настроиться. Да, такие передачи защитники в начале матча особенно, наверное, не должны делать. Они должны быть более сконцентрированы на своих действиях, в особенности в начале атаки, еще когда мяч находится в своей зоне. Неплохо там разбирается в центре поля Байбул Урмеков. Однако продвижения вперед существенного нет. И вот здесь сейчас только Алга пытается пойти вперед. Нет, уже подключается и правый защитник у красных. Ну, держится неплохо мяч у Алги. И вот, наконец, перевод по диагонали налево. Скидка головой себе. Ой, очень даже неплохо. Вход в штрафную площадь. И мяч уходит за пределы поля. Атака неплохая. Очень такой активный левый фланг у Алги. Ну а Кыргыз-Алтын вот не боится разыгрывать от своих ворот, предпочитая такой розыгрыш дальним забросом. Не всегда такое было у команды. Совсем недавно, буквально там пару-тройку лет назад, Карабалта предпочитала играть через дальние забросы по диагонали в центр, да, где там был хороший столб, там Владислав Яраченко. Кстати, он сейчас в команде в качестве одного из тренеров.
И у нас будет угловой. Стандарт — это всегда опасно. Это всегда какие-то комбинации, которые уже наигрываются на тренировку. Давайте посмотрим, что Кыргызалтын покажет нам в этом эпизоде. Есть подача. Через вратаря перелетает мяч и через всех игроков. От ворот. Ну вот, Кыргызалтын пошел в прессинг. Загоняют мяч они на край поля. И затем вступают в отбор коллективный. Так, Раскельдиар Тахпаев отдает мяч Джангушу Куренкееву. Ну а сейчас аут будет вбрасывать налгинцы. Вновь мяч на левом краю атаки у команды Кыргызалтын. Это Нурбол Бахтыбеков, вот 9-м номером. Один из лучших бомбардиров лиги. Вот мы видим, что подряд несколько атак. Да, получает вот такое продолжение, когда мяч адресуется на девяточку Кыргызалтына. Ну вот теперь есть возможность дальше продолжить свою атаку. Переход на чужую половину поля. И передача неплохая. И можно идти еще дальше. Свободная зона. Ну там один игрок и очень много карабалтинцев. А это пас уже ближе к штрафной площади. И сразу при потере вступают в отбор. Ну вот в этой атаке красные не так агрессивно действовали в отборе, да, давая возможность игрокам Карабалты принимать мяч, там, разворачиваться, смотреть, где есть партнеры. И вот противоздействие тоже никто не атаковал Нурбола Бахтыбекова. У него была прекрасная пауза, да, где он посмотрел, кто где находится. Но вот удар у него не получился. Ну, прекрасно по длительности, да, когда есть возможность все просчитать и сделать какой-то правильный вывод, правильное решение принять. Угловой еще один. Ну и карабалтинцы теперь с другого фланга будут подавать. Есть еще одна возможность разыграть домашнюю заготовку. Подача. Очень опасно. Очень опасно. Карабалтинцы подбирают мяч. И можно перевести направо. Нет, лучше вратарю. Попович. И заброс вперед. Вновь на 9-го. Нет, это 11-й номер. Это Раскельдар Тахпаев. И ой, какой хороший пас там.
Промахивается из выгоднейшей ситуации Эльдияр Сардарбеков. Очень хороший пас сделал Артыкбаев. Мяч опускался прямо на ногу. Да, и шаг был хороший у Эльдияра. Нога спокойно могла работать по мячу. Да, он там не дотягивался, не добегал, а спокойно мог посмотреть, где находится вратарь, куда пробить поворотом. Чуть-чуть не сложилось. Передача назад своему вратарю. И затем вновь защитники высматривают, где есть продолжение. Но эти передачи между защитником и вратарем, с одной стороны, и какой-то элемент выманивания соперника на себя, затем вот адресуется вперед пас, где уже соперников гораздо меньше. Наверное, вот такая хитрость в действиях красно-белых просматривается. Но Карабалта мяч забрала и отскакивает вновь мяч от Эльдияра Сардарбекова. Но хорошо, что он чувствует, да, момент. Он приходит туда, где находится мяч, куда приходит мяч. Это уже неплохо. И вот диагональ в расчете на забег красных. И передача вперед нужна. Перехват в центре. Сардарбеков так низко спустился. И пошел в свою зону. А тем временем мяч переходит на левый фланг атаки. Тянуш Куренкеев вновь назад. Александр Чиш на вратаря. И тот еще правее. Бахтыбеков. Ой, какой хороший пас получился. И направо. Прекрасно, можно бить. Нет, момент упущен. Момент упущен у Ханата Ахматова. Незалиев теряет мяч. Ну а здесь, видимо, аут. Или все-таки нарушение? Ну, пока у нас такая небольшая пауза, дорогие друзья, давайте посмотрим на турнирную таблицу чемпионата. Сыграно 10 туров, и на первом месте Алай с 27 очками, на втором Мурас Юнайтед 25 очков, Абдышата на третьем месте 21 очко, столько же и у Дордуэ, который по дополнительным показателям пока уступает и находится на 4-й позиции. Барс из Каракола на 5-й позиции 20 очков у команды, Ушму на 6-м месте 14 очков у команды, Кыргызалтын на 7-м 13 очков. У команды Özgün 13 очков тоже, и она на 8-м месте. 12 очков у Нефчи. Она на 9-й, эта команда на 9-й позиции. На 10-м месте Талант с 8 очками. На 11-м Элбирс, также, у которого также 8 очков. Далее на 12-м месте Бишкек Сити 7 очков. Алга на 13-м месте тоже 7 очками. И замыкает турнирную таблицу Азиагол с 2 очками. Да, единственная команда, которая пока еще не почувствовала вкус победы в чемпионате, действительно, это Азиагол. В ее активе только 2 ничьи. Очень разный статус сейчас у команд, которые
присоединились к нашему чемпионату вот в этом сезоне. 4 команды у нас появились новых. Это Барс, это Эсгön, это Бишкек Сити и Азиагол. Если Барс сейчас наверху турнирной таблицы, но это неудивительно, да, в команде сплошь, что не игрок, то имя, да, даже главный тренер, это бывший коуч нашей национальной сборной Александр Крестинин. Да, и в команде там, вот хорошая атака может получиться у Алги, подача направо, ну высоковато, да. Там и Фархат Мусабеков, и Хайрат Джерлалбекулу, и Мирлан Мурзаев, и Валерий Кичин. Ну там, я говорю, если перечислять, то можно просто взять состав нашей сборной, где-то и текущий состав, где-то совсем недавний. Да, это все будут сплошь игроки Барса. И неудивительно, что он находится наверху, совсем немного отстает от 3-го места Барс. Да, у нас замена. Сразу же Санджар Медетбекулу вышел на поле вместо Эрмека Ниязалиева. Махтыбеков назад. Передача Артахбаева. Аут. Ну и Кенджибаев передал повязку 22-му номеру Евгению Чумаку. У нас по-прежнему в матче. Были неплохие моменты у карабалтинцев, да, и такие, скажем, полумоменты у гостей этого матча. Но я думаю, не стоит как бы большое значение этому придавать, потому как в футболе часто бывают такие случаи. Одна команда атакует, а забивает совсем другая. Да. Вопрос только в эффективности действий. Да, какая команда будет эффективнее сегодня, да, скорее всего, она и выиграет. Но чем больше, конечно, моментов есть с другой стороны, да, у команды, тем больше возможностей для забитого гола. И перевод направо. Артем Истрашкин вперед адресует на 9-очку свою, на Эргена Эмельбекова. Тут в окружении соперников. Да, его здесь подбирают мяч желтые. И пас не проходит. А если бы чуть верхом? Готов там был ворваться в свободную зону 9-й номер Кыргызалтына. Но перехватили мяч защитники. Ну и передача назад. Алган не форсирует события. Да, не торопится они вводить мяч. Перевод направо, да, напрашивается. Два игрока на фланге. Истрашкин назад. Затяжная атака получается у гостей. Ищут они возможность подобраться поближе. Вход в штрафную площадь и пас. Передача верхом. Мяч пошел сильно высоко и в результате выкатился за пределы поля. Аут.
Ну, прям очень близко, да, играет вот с Нурболом Бахтыбековым, я смотрю, алгинцы. Успевает Кыргыз-Алтын отойти назад, да, сгруппироваться. Ну, впереди мы видим только одинокую девятку. Все остальные на своей половине поля. Ну, не глядя пас был эффектно, но неэффективно. Мяч потерян. И приходится вновь вступать в отбор. Защитник неплохо сыграл в этом эпизоде. И можно развернуть атаку в другую сторону. Да, неточный пас. Вот 10-го номера. Вот Азамата Нуралиева. И заброс на правый фланг. Ну и здесь, наверное, не прав алгинец. Видит, что вратарь идет в мяч. Да, он прыгнул туда ногами. Хорошо, что без травм. Ну вот у вратаря все нормально, а вот у алгинца что-то там с руками. Видимо, подвернул немножко палец 9-й номер Арген Эмильбеков. Но игра продолжается. Кыргыз-Алтын идет вперед. Торопится, да, наверное, в этой атаке. Они немножко... Первые два паса у них получилось очень быстро, хороших. И затем не почувствовали игроки вот центра поля, что справа игроки еще не успели набрать скорость. Да, еще не вышли они в свободную зону. А пас последовал уже именно туда. 0-0 у нас. В матче счет не открыт. Да, и складывается такое ощущение, что карабалтинцы играют в быструю контратаку, да, даже с Алгой. Даже команда, которая приехала в статусе аутсайдера на эту игру. Но у Карабалты, видимо, свой такой стиль. Команда хочет выбегать вперед в контратаку, раскрываться как пружина, да, и атаковать слабые зоны противника. Хорошего паса Кыргыз-Алтына, да, не хватает, мне кажется. Одного такого в последнюю треть поля. Вроде начинает свою атаку очень даже хорошо. Проходит центр поля и затем неточные передачи. Так, судья пока останавливает игру. Разговаривает с игроками. Ну вот сейчас разрешает.
9 номер Волги. Пробрасывает мяч вперед. Проходит троих уже. А где мяч? Мяч вновь у волгинца. Передача. Ну, очень опасная атака была. Очень. Очень опасная атака. Арген Эмильбеков все сделал для того, чтобы доставить, протащить мяч в штрафную соперника. И там уже навести хаос, да, в действии защищающихся. Еще одна передача по флангу. Да, у нас вновь пауза в игре. На газоне игрок Кыргыз-Алтына. Ну, пока у нас есть пауза, давайте посмотрим на лучших бомбардиров нашего чемпионата. Масат Алыкулов, Нурбол Бахтыбеков, Кудырет Искандарбеков, Владислав Кобылянский, Ким Мерк. Все забили по 5 мячей. Вот эта пятерка у нас сейчас лучшая по забитым голам. Вот, и Нурбол Бахтыбеков может сегодня, отличившись, оторваться от своих соперников по этой таблице. Игра у нас продолжается. Это нарушение. Перевод мяча на другую сторону поля. Нет, здесь нарушения не было. И вперед. Подбирает алгинцам мяч в центре поля. Но здесь 10-й номер Азамат Умиралиев забрал мяч у алгинцев. И аут. Что ж, я думаю, команды уже приспособились друг к другу, нашли друг у друга, наверное, зоны, в которые можно продавливать соперника. Вот, и Алга очень успешно это делает и на левом краю, и на правом краю, то есть на флангах. Да, а карабалтинцы пытаются сделать передачи такие в разрез между защитниками. Вновь неточный пас, и Алга свою атаку начинает. Вновь девяточка с мячом. Это может быть очень опасно. Направо. И Страшкин подавал, но попал в соперника. Аут. Да, мяч может даже доставлен до вратаря, может быть. Но Кыргыз-Алтын не идет вперед, не прессингует. Ну, скажем так, здесь много, наверное, здесь тактики, да, вот в таких действиях игроков, когда одни приглашают соперника к себе, а вторые не идут. И вот здесь передача вперед. Но я говорил, что ветер, да,
вносит свои коррективы в траекторию мяча. Значит, надо играть низом. Наверное, решили красные. Красиво. Столкнулись там два игрока одной команды. Артем Истрашкин и второй вот поднимается. Это 49-й номер команды. Это Предрак Касчелан. Но все в порядке с этим футболистом. Возвращается он в свою зону. И пробить можно, да. А здесь нарушение. Нарушение. Неправ. Здесь был игрок, вышедший на замену. Санджар Медетбек-Улу у карабалтинцев. Да, такая передача, что пришлось потрудиться защитнику и отдать борьбу. Все равно мяч в борьбу. А еще... Нет, но здесь был свисток, конечно. Ну, при таком ветре Алгея только играть низом. Я думаю, они прекрасно это понимают и действуют в основном именно таким образом. Хорошо. Но подработал себе так 8-й номер Алги, что против двух соперников пришлось играть. И вот карабалтинцы идут вперед. Налево можно дать. Дальше передача. Но обыграть 1 в 1 тут у Раскильдара Тахпаева не получилось. Ну а там кто-то из алгинцев на поле. Ну что-то много сегодня падений. Думаю, врачи сегодня бегают не так уж меньше, чем некоторые футболисты. Ну, например, вратари. Если я не ошибаюсь, там Султан Бакалеев, да, за бровку вышел, чтобы там ему оказали помощь врачи. Ну а Кыргызалтын продолжает играть, искать возможности для взятия ворот. Да, привыкли уже, наверное, игроки Кыргызалтына, что 9-й номер, да, это Арген Эмильбеков у Алги, немножко передерживает мяч, пытаясь пройти, да, на слаломе, не знаю, там в обыгрыш там одного-двух игроков и уже встречает его, предугадывая его такие действия. И Страшкин налево в центр. Вот атака может получиться неплохой. И нарушение. Это нарушение. И мне кажется, зря. Не такая уж ситуация была опасная, чтобы таким образом нарушать правила. А теперь у красно-белых есть прекрасная возможность точно, выверенно сделать пас на голову набегающим игрокам Алги.
Давайте посмотрим. Друзья, вот здесь судья показывает, должна быть стенка. В стенке 2 человека. И 2 игрока у мяча. Ну что будет, подача или удар? Скорее всего, подача. Ну и удар тоже нельзя исключать. Свисток. Угу. Непонятно, была передача или удар по воротам. Вполне возможно, что и удар. Через пас стараются выходить желтые. Очень хорошо. Красные перекрывают, да, все возможные передачи. Приходится отдавать назад только карабалтинцам. Вот с левого фланга мяч так перекочевал на правый. И уже в центре. Вот, неплохо. От желтых ушел мяч. Ну вот, дорогие друзья, в этом туре у нас играет также Илбирс Нефчи в 11-м туре. Это нарушение. Это нарушение. Желтая карточка. Желтая карточка показана. Кому? 24-му номеру, да? Игроку, который только что вышел. Санджар Медбекулу получает предупреждение. Также в 11-м туре встречаются команды Эсгön и Абдешата. Барс Ошму. Кстати, это первая игра у Барса на родном стадионе в Караколе. Я думаю, зрители соберется 23 мая. То есть завтра очень много. Команда успешная с самого начала. Я думаю, что интерес будет большой у жителей города Каракол к этой команде. Ну и там игроки, конечно, как мы уже с вами говорили, очень известные. И далее Бишкек Сити Талант встречаются. Азиагол с Алаем играет. И Мурас Юнайтед Дурдой. Ну, наверняка вот последняя пара. И это все-таки, наверное, будет центральным матчем тура. Я думаю, здесь Дурдою есть что доказывать в этом сезоне. Есть что Мурасу доказывать. Да, Мурас проиграл в прошлом туре Алаю. Да, и отдал первое место в таблице им. Вот, а Дурдой все ближе подбирается к лидерам, но вот никак не войдет в число лидеров. Я думаю, что Дурдою нужно и самому себе доказать, что они в этом году претенденты на чемпионство. А доказывать они должны, конечно, в игре с командами самыми сильными, с лидерами чемпионата, как минимум. У нас штрафной, и он может быть очень опасным. Подача. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Там Артыкпаев выпрыгивал, пытался добавить по мячу. Но передача была очень даже неплохой. Да, у Карабалты побольше моментов, наверное, голевых. Но на табло пока еще нули.
Вот, понаблюдаем за этой атакой сейчас. Нуралиев там продирался сквозь ноги соперников. Но доставить мяч до своих партнеров не смог. Сейчас опять принимает мяч. Разворачивается направо. Пяточкой. И передача в сторону штрафной площади. Ну вот в этой атаке что-нибудь получится у Карабалты. У Кыргызалтына, конечно. Отворот. Но не летит мяч, да, по такому ветру далеко. Махтыбеков чуть назад. И вот здесь забег есть. Да, там разбежался, потом остановился игрок Алги на правом фланге. И справа можно продвигаться вперед. Да, там не поняли друг друга футболисты Кыргызалтына. Подработал грудью себе Нурбол Бахтыбеков. Может и пробить отсюда. Удар! Вратарь мяч забирает. Да, остановок в игре было у нас сегодня много. Да, за каждую остановку судьи имеет право добавить как минимум 30 секунд. Вот, и поэтому 5 минут прибавил судья к основному времени первого тайма. Ну что ж, давайте, наверное, подведем итоги первой половины встречи. У Карабалты, конечно, моментов было побольше, но алгинцы тоже не отсиживаются в обороне, да, скажем так, показывают зубы. Да, они пытаются нащупать где-то бреши в обороне Карабалты, а бреши есть. Да, вспомним, как и ошибались защитники Кыргызалтына. Вспомним, как заходили в штрафную площадь алгинцы. Да, то есть по моментам, конечно, у карабалтинцев чуть больше. Ну и у Алги тоже они были. Счет пока не открыт 0-0. Но достаточно интересно смотрится это противостояние. Вот момент, 3-2 выходят карабалтинцы. И теперь нужен хороший пас. Артахбаев, удар! Вратарь отбивает. Да, вроде бил, да, все правильно, в дальний угол, в противоход вратарю. Но чуть-чуть, мне кажется, не довернул стопу. Да, мяч пошел не в противку со штанга, а пошел во вратаря. Да, чуть-чуть, но там и сложно было сделать Раскальди Артахбаева, да. Он бежал по такой траектории, по диагонали налево. Ему извернуться, да, вывернуть ногу было очень сложно в этом эпизоде. Но угловое. Самый реальный шанс, наверное, был у карабалтинцев в первом тайме для открытия счета. Ну, все в порядке. Судья там сделал замечание игрокам, чтобы они действовали в рамках правил. Свисток. Подача. Вратарь. Да. По такому ветру можно бить такие мячи. Да, бить поворотом можно. Теперь с другой стороны угловой. Ну, может, забьет в раздевалку гол, да? Кыргызалтын. Подача. Не туда. Вот удар. И выше ворот. Да.
Ильдер Сардарбеков здесь не попал по воротам. Но мне кажется, гол назревает, но времени-то совсем не осталось. Столько моментов уже создает команда из Карабалты. И думаю, что уже пора забивать ей. Но алгинцы с этим не согласны. И сами могут попробовать забить. Передача налево на ход. Ход в штрафную. Обманывает удар. Гол! Вот вам, пожалуйста, гол. Гол! Какой красавец гол забивает Алга. Красавец гол просто. Ну что за гол? Очень красивый. Великолепный гол забивает Алга. Великолепный. Все на мастерстве. Да? Расшатал соперника перед собой налево-направо. Сделал движение с мячом вправо и пробил в дальний угол. Вратарь как бы там не тянулся, но до мяча достать не смог. 1-0 в компенсированное время. Добавленное время к первому тайму. Ну что ж, 1-0. Алга в гостях, впереди. Но теперь карабалтинцы не будут отсиживаться в обороне. Я думаю, они сейчас пойдут в атаку. На Артахбаева передача. Дальше еще Бахтыбеков будет бить с левой ноги. Неудобно, но все же пробил. Но для вратаря этот удар не стал проблемой. Счет по-прежнему 1-0. Да, можно идти на перехват на такие мячи. Торопятся игроки Хрызалтына. Да, и звучит свисток. Друзья, дорогие, у нас окончание первого тайма. Счет 0-1 в пользу Алги. Я думаю, что минут через 15 нас с вами ждет боевое зрелище. Никуда не пропадайте, не уходите. Мы с вами встретимся ровно через обозначенное время. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем трансляцию в прямом эфире матча Кыргызалтын-Алга в рамках чемпионата страны по футболу Кыргызской премьер-лиги, сезон 2025 год. Да, у Алги замена. К сожалению, сейчас не слышно диктора по стадиону, но постараемся разобраться, кто из игроков остался в поле. Ну а счет у нас в матче 1-0. Выигрывают гости. Алгинцы в самом конце первого тайма. Великолепный гол забили красно-белые и тем самым внесли определенную интригу в этот матч. Если в первом тайме Карабалта играла где-то, скажем, даже осторожно в обороне, то думаю, что во втором будет больше команда атаковать. Необходимо отыгрываться, необходимо не то что отыгрываться, а подтверждать статус фаворита этого матча. Да, все-таки Кыргызалтын находится в середине турнирной таблицы, в то время как их соперники на самом дне. Да, то есть Карабалте, ну это старое название команды, да, Кыргызалтыну надо забивать 2 мяча, как минимум не пропуская, чтобы выиграть в этом поединке.
Миралиев, Назмат. Передача вперед, неточная. Куренкеев. От него мяч идет к центральным защитникам, который высматривает, кому может сделать передачу вперед. Да. Теперь уже Кыргыз-Алтын не перекатывает мяч на последней линии, а старается сразу идти вперед. Ну, это понятно. Очень много моментов было у команды. Команда не смогла распорядиться ими должным образом, а Алга практически в единственном таком голевом, стопроцентно голевом моменте, и там было великолепное исполнительское мастерство футболиста Алги, забили. Поэтому счет 1-0. Ну, а здесь нарушение правил. Ну и пока у нас пауза, давайте мы, наверное, поправимся по бомбардирам. Коллеги меня сейчас поправляют. Да, действительно, у нас есть пятерка игроков, которые забили по 5 мячей. Это Максат Алакулов с Мурас Юнайтед, Нурбол Бахтыбеков, Кыргыз-Алтын, Кудрет Искандарбеков с командой СГН, Владислав Кобылянский, Дурдой и Кими Мерк Дурдой по 5 мячей. Есть у нас 3 футболиста, которые забили по 6 мячей. Это Ромария Ричард из Орского государственного университета. Это Алексей Зинкевич из Алая и Эльдар Молдоджинусов из Нефчи. У них по 6 забитых мячей. Перевод налево. И вот момент может хороший получиться у карабалтинцев. Тянуш Куренкеев идет вперед, входит в штрафную площадь. Но вот передача у него не получилась. Передача не прошла. Да, дорогие друзья, все-таки Эмильбеков, да, забил гол у футбольного клуба «Алга». Это 9-й номер Арген Эмильбеков. Очень активный игрок. В первом тайме он нередко пытался пройти через оборонительные редуты соперника, да, протаскивал мяч, старался войти в штрафную площадь, там создать какой-то момент. И вот его усилия были вознаграждены в виде гола. Алга вновь в атаке. И здесь может получить удар. Вратарь великолепно спасает. Великолепно. Да, Попович спасает свою команду. Вот если бы не голкипер, быть сейчас счету 0-2. Издержки того, что карабалтинцы пытаются сейчас забить гол. Да, не успевают они вернуться, а Алга этим пользуется. Очень рискованный пас на вратаря. Судья здесь разговаривает с игроками красно-белых. Заброс в штрафную. Да, рядом был защитник, который не позволил принять мяч. Хорошая передача. Голкипер там должен выйти вперед. Да. Выбивает мяч Попович. Но у нас, дорогие друзья, есть данные по самым
посещаемым матчем в рамках кыргызской премьер-лиги. Согласно информации Кыргызфутбола. Ну вот понаблюдаем за этой атакой. Ой, какой момент! Ой, какой опасный момент! Алгинцы вновь чуть не забивают. Но скажу вам так, дорогие друзья, что во втором тайме Алга значительно опаснее атакует. Что же делать карабалтинцам, да, в этой ситуации? Вроде и атаковать надо, да, но и пропускать вот такие атаки очень опасно. Если счет сейчас вырастет до 2-0, 3-0, ну, я думаю, очень тяжело будет Кыргыз-Алтыну рассчитывать на успех сегодня. Умиралиев. Нет положения вне игры. Артахбаев с мячом. Проходит одного соперника уже в штрафной. Но передача не получилась, потому как 49-й номер алгинцев стелится. Он не в подкате даже, а просто стелится внизу по газону и не дает возможности сделать хорошую передачу. Это Предрак Касчелан был. Угловой у нас. Кыргыз-Алтын будет подавать справа. Поднимает обе руки, значит, готов. Подача! Вратарь там ошибается на выходе. Но защитники помогают. Ой, какой момент. Совсем немного здесь второй номер. Александр Чиш не дотянулся до мяча. И сразу же вперед. Не успевает здесь Азамат Умиралиев к мячу. Да, если рассматривать все матчи Кыргызской премьер-лиги, то вот на пятом месте по самым посещаемым матчам, да, у нас встреча Кыргыз-Алтын и Барс, да, которая прошла здесь, на спортивном комплексе Манас. 2198 человек было на этом матче. На четвертом месте была встреча Талант-Алга. Вот на Достук-арене в Бишкеке 2475 человек было. Ну вот атака еще одна красно-белых. Но в поте лица просто трудятся защитники Карабалты. Очень тяжело сейчас защитникам. Угловой слева. На третьем месте матч Алай-Барс на стадионе имени Сюинбаева в Аше. 3150 человек было. На втором месте Нефчи-Барс тоже. Да, в Качкорате собралось 4110 человек. И на первом месте встреча Алай-Мурас. Вот, в прошлом туре они встречались на стадионе имени Сюинбаева в Аше. Тогда на эту игру пришло 4565 человек. Вот такая статистика от коллег из Кыргызфутбола. Ну, кто будет первым на мяче? Алгинцы не дали возможности сопернику навладеть мячом. Еще передача в штрафную площадь. Отбиваются желтые. И назад уже адресует Наджибуло Алиджанов. Вот он вышел на замену у нас, как мы видим. 12-й номер. Что интересно там есть впереди для передачи? Не точно. Вот момент, вратарь выходит вперед. Не смог он выбить мяч как следует. И алгинцы чуть не наказали команду. Еще одна передача, там в разрез. Там голкипер при помощи своего защитника овладевает мячом.
Да, защитник не дал алгинцу там разогнаться. Амиралиев направо. Неточный пас. Да, и игрок Алги сейчас находится на газоне. Требуется ему помощь. Но находится он за пределами поля, поэтому врачи могут оказывать ему помощь, но он поднялся, все в порядке с ним. Это хорошо. Игра может быть продолжена. Артахпаев скидывает головой назад, но партнеры совсем далеко. Вратарь Алгинцев мяч выбивает. Да, и защитник головой отдает мяч своему вратарю. Ну, знаете, друзья, ветер немножко поутих, поэтому сейчас уже траектория мяча читается неплохо. И налево. В атаке Кыргызалтын. Но очень долго держал мяч, а вот здесь кто будет первым на мяче? Голкипер. И сразу вперед. Это нарушение. Неправ 9 номер Нарген Эмельбеков, автор забитого гола. Ну, такой мелкий фол, такой тактический, да, для того, чтобы не успели соперники быстро разбежаться. Неточная передача. Разыграли быстро. И подача по диагонали в штрафную площадь. В своего попал. Два игрока на газоне. Ну, сегодня практически каждое попадание нестандартное в голову. Да, и игрок лежит на газоне. И требуется помощь врача. Готовится замена. Волгинцев 95-й номер. Получает указание от тренера. Это Ислам Бадалов. Вместо кого он выйдет. Но какой сейчас смысл в замене у волгинцев? Но, возможно, тренер почувствовал, что есть некоторые пробелы в обороне у команды Кыргызалтын. И вот на эти точки надо надавливать уже более свежими игроками. Наверняка думает тренер и готовит сделать замену. Вместо 12-го номера Наджибулу Алиджанова, который тоже вышел во втором тайме только на замену. Интересное решение. Интересное. Ну что-то там непонятно. Ну все, уже вышел игрок. А 95-й номер побежал в штрафную площадь.
Интересно, интересно. Но посмотрим сейчас, на какой позиции будет Ислам Бадалов. Пока все алгинцы в штрафной площади. Есть свисток. Удар! Опасно совсем. Очень опасно. Мяч пролетел рядом со штангой. Вратарь вытянулся в струнку. Казалось, что он войдет. Мяч войдет в створ ворот. Но он прошел там в считанных сантиметрах от стойки. Бадалов на позиции сейчас левого защитника. И вперед. На Артакбаева. Промахивается там центральный защитник. Но подстраховал его партнер. Аут. Торопятся карабалтинцы. Подхватывают игроки Кыргызалтына мяч. Артакбаев будет первый. Нет. Защитник под Бадалов. И вперед. Неточный пас Томиралиева. Надо теперь отрабатывать. Защите. Ой, какой пас в разрез! Ну! Вратарь. Что будет, пенальти? Или за симуляцию он будет? Игрок Алги получит карточку. Так и есть. Так и есть. Игрок Алги получает желтую карточку за симуляцию. Но судья находился рядом, да, видел, что не смог он обойти вратаря. И затем попытался его упасть, сделать вид, что вратарь нарушил на нем правила. Не осталось это незамеченным от рефери, который наказал его предупреждением. Сардарбеков выпрыгивает вверх. И вновь налево мяч адресуется. Амиралиев в центре. Мяч у вратаря. Да, задумка была неплохая, но не успевал Рыскельде Артакбаев в эту зону забежать, куда опустился мяч. Было видно, что соперники уже ближе гораздо к этому мячу. Неплохая передача налево. Там Нурбол Бахтыбеков немного не успел сориентироваться по мячу, обработать его. И ушел он за боковую линию. И здесь вратарь, конечно, будет первый на мяче. Ну и правильно делает, наверное, голкипер, что торопится. Трибуны поддерживают своих футболистов. А зачем?
Но свисток уже был, да, а защитники уже Алги остановились. Хотя там, возможно, была бы борьба, да, нападающего с защитником. И кто там овладеет этим мячом, еще большой вопрос. Но судья, раз уже свистнул, значит, будет остановка в игре. Требуется доктор на поле. Ну, а счет по-прежнему 1-0. Алга впереди. Артем Истрашкин там покидает поле при помощи врачей. Но надеемся, что он вернется. Да, нужен гол Карабалте. Свисток. Подача! Удар! Угловой. Подача. И здесь добавится соперника. Пас не проходит. Алгинцы пытаются пройти по правому флангу. Но подбирает мяч Кыргызалтын. И уже справа развивается атака. Сардарбеков с мячом. Обыгрывает. А подать не успевает. Покидает немножко. Покидает мяч. Нет, конечно, этот гол не засчитывается. Отворот, отворот. Отворот. Да, видно было, что Сардарбеков упустил мяч за линию лицевую. Ну и, наверное, прессинговать будут карабалтинцы. Бадалов вперед. И дальше передача. Перехватывает Карабалта мяч. И теряет его тут же. Алгинцы не торопятся идти вперед. Ну, стараются подержать мяч. В принципе, понятная тактика. Команда выигрывает. Незачем идти обострять. А здесь нарушение правил. Ну и у алгинцев еще одна замена готовится. 44-й номер Инсан Таланбек Улу. У бровки. Кого он поменяет? Аут. Ну, все-таки, я думаю, освежает, да, игроков тренер Алги. Да, чтобы их атаки были быстрее еще, скоростнее. Умиралиев с мячом. Центр Артыкбаеву. Артыкбаев видит партнера слева. Не торопится отдавать, отдает обратно Азамату. Азамат направо. Сардарбеков. Не точно. Рынкеев назад. Чиш. И Чумак налево. Карабалта перестраивается пока. Бахтыбеков налево.
Сам идет, забегает. Можно и пробить здесь. Удар. Но мяч далеко проходит в стороне от ворот. Ну вот, наконец, замена у Алги. Вместо 27-го номера Артема Истрашкина выходит 44-й. Но мне кажется, да, то и дело в травме, возможно. Может, где-то в усталости игрока. Нет, нарушение. Нарушение. На 11-м номере нарушили правила на Нурисламе Урунтаеве. Байбол Ермеков у мяча. Перевод на правый фланг. Это нарушение. Попал там по ноге игрок Алги. Ну, неужели желтая будет здесь? Нет, судья ограничился устным предупреждением. Да, кстати, это Бадалов, да, который играл на левом фланге. Сейчас 44-й номер Инсан Таламбекулу вышел на замену и стал левым защитником, а Бадалов правым защитником. На Сардарбекова, тот скидывает головой. Нумералиев на Артакбаева. Артакбаев положен замах, делает передача в центр. Там есть соперник. Подача! Нет, в этой зоне нет никого из партнеров. Но сезон на Исыкуле еще не начался, поэтому вратарь долго не лежит на газоне. Поднимается и выбивает вперед. Отворот. Замена еще одна. В этот раз у Карабалты. 4-й номер. Айдар Мамбеталиев уходит. Вместо 24-го Санджара Медбекулу. Но очень тепло встречает болельщик Айдара Мамбеталиева. Настоящий боец, настоящий лидер команды. Да, вот посмотрите, у него там на лице маска. Мы говорили, да, в начале игры, в первом тайме, что у Айдара была травма носа в прошлом матче. Но, слава богу, что играть он может. Нет положения в игре. Нет, вот сейчас поднимает помощник судьи флажок, фиксируя офсайд. Айдарбек поднимает руку, просит на него передачу сделать. Можно играть. Алгинцы там чуть разобрались лучше. И атака у них развивается. Да, вот здесь в центре вообще никого нету. Что делать? Направо передача. Ну, какая-то бесхитростная была передача у алгинцев. Хотя они продолжают владеть мячом, продолжают свою атаку. Ну, а Карабалте надо вспомнить, да, карабалтинцам. Вспомнить о том, что они проигрывают по счету. Надо чуть поагрессивнее действовать в отборе. Иначе алгинцы так и будут перепасовываться на своей половине поля даже.
А в центре кто будет встречать? Налево передача. Может попробовать войти в штрафную площадь. Нет, передача. Ой, как хорошо может забивать здесь, а! Ну, чудо, просто какое-то чудо. Повезло сейчас Кыргызалтыну. Очень сильно повезло, что они не пропустили в этом эпизоде. Казалось, уже все, там ничего некуда деваться. Но пока Алгинис думал, как пробить, красиво или прямо, все-таки ему помешали. Вратарь мяч выбивает. Вот посмотрите, сколько в обороне, да, у Кыргызалтына игроков. Совсем мало, на мой взгляд. Думают больше об атаке. А вот здесь какая передача! Ну все, Кыргызалтын просто идет вперед. Об обороне уже команда не думает. И у Алги появляются шансы на то, чтобы увеличить счет. Можно идти вперед. И передача. Вперед просят атакующие игроки закидывать мяч. Умерлиев. Бахтыбеков там делает забегание. Обыгрывает защитника. И шанс. Гол! 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 Забивает Нурбол Бахтыбеков. Сравнивает счет матча. Нет? Что-то там судья показывает. Была рука. Неужели была рука? Ох, как же обидно сейчас болельщикам клуба Кыргызалтын. Как же обидно. А такой мяч трудовой был. Ну и требуется тут помощь. Так, выходит тут бригада с носилками. А кого они будут носить? Ну, оказывается, никого. Убегают они обратно. Готовится замена и у Карабалты, у Кыргызалтына, и у Алги. (18) номер вышел вместо 8-го. Азамат Ташбалтаев вместо Байбола Эрмекова у алгинцев. И у Карабалты вышел 5-й номер. Айдарбек Усенов. Да, вместо Раскильды Артыкбаева вышел Айдарбек. Очень интересно. Вновь на Нурбола. Нурбол играет хорошо на опережение, да? Форшас это помогло ему. И вновь заброс в расчете на скорость игроков Алги.
Забирают мяч карабалтинцы. Налево. Неточная передача. И красно-белые разбегаются. Ну вот, неплохо может получиться. Удар нужен здесь. Попадает соперника. Ахтыбеков. Это нарушение. Это нарушение. Ну что ж, цели свои добились логинцы. Не дали развернуться атаки Кыргыз-Алтына. Но они доставляют мяч в штрафную. Ну, Найдарбека Мабиталиева. Тот скидывал мяч головой, но в той зоне никого не было из своих. Мабиталиев. Остается мяч у желтых. Передача в центр. Разворачивается там. И нарушение правил. Заставляет нарушить на себе правила игрок Кыргыз-Алтына. И это может быть очень опасно. Да, прямой удар отсюда тоже можно делать. Почему нет? А вот есть ли у Кыргыз-Алтына игроки, которые могут пробить? Евгений Чумак у мяча. Вратарь Алги выстраивает стенку. Трибуны заводятся. Требуют гол. Свисток. Подача. Вратарь забирает мяч. Падает там Айдар Мабиталиев. Но свисток молчит. Судья ничего не показывает. Алгинцы выбегают в атаку. Где вратарь там? Вратарь тут очень и очень рискованно играет. Да? Выход немножко запоздал. Запоздал он с выходом. Ахтыбеков с мячом. Вот 4 против 3. Пока еще не успели остальные потянуться, но пауза. Да, успели откатиться красные. И вдобавок ко всему еще вот с самого себя ушел мяч в атаке у игрока Кыргыз-Алтына. От ворот разыграли. Ну, будут держать мяч до последнего. А потом передача, да, вперед. Вот Алги мяч ушел. Айдар Мабиталиев мяч оставляет партнеру. Но красные отбиваются. Еще одна атака. Вперед передача. Да, обработать надо мяч. Да, принять там игроки мяч никак не могут. Очень сильно висят, как говорят, да, футболисты, на спинах, на плечах соперники. В момент приема мяча уже там 1-2 человека, уже 1-2 защитника уже мешают. И принять мяч, и обработать его. Развернуться, сделать пас. Неплохо. Назад передача. И здесь теперь надо побегать карабалтинцам за этим мячом. Потеря мяча. И надо сразу вперед доставить его, пока не успели вернуться.
Вот, смотрите, уже второй номер Александр Чиж впереди вместе с Айдаром Абиталиевым. Такой двойной кулак в центре нападения у карабалтинцев. Такой вот очень часто практиковал прошлый тренер карабалтинцев Владимир Хорошунов. Да, был такой сдвоенный центр, туда адресовались передачи. Ну вот сейчас подобным же образом играет Кыргыз-Алтын. Желтая карточка. Да, затягивать не надо. Неточная передача, да? Налево. Разворот. Передача. Мяч, штрафной площадь. Удар. Очень опасно. Но моменты у Алги есть. И очень много во втором тайме. Команда должна была забивать еще. Где-то даже везет карабалтинцам. Но везет, может быть, для чего-то. Для того, чтобы они сравняли все-таки счет. Бахтыбека с мячом. Подача. Айдарбек пропускает. Но там и защитники помешали карабалтинцу наносить удар по воротам. Амиралиев по диагонали. Аут. Все меньше и меньше времени остается до конца матча. Подача в штрафную. Айдар Металиев там скинул головой. Удар! Под него там кто-то из логинцев встает. Вход в штрафную. Сардарбека. Передача! Какой момент! Какой момент! Да, 6 минут добавили судьи ко времени, основному времени матча. Пошло уже компенсированное время. Но на все про все вот эти минуты остаются у карабалтинцев для того, чтобы сравнять счет в этом матче. На газоне игрок Алги, но он поднимается. И заброс вновь в зону атаки. И подобрать мяч теперь надо карабалтинцам. А это нарушение. Нарушение. Амиралиев. Желтую карточку там получает защитник. За разговоры с судьей. Но это эмоции, это нервы. Дорогие друзья, это нервы. 22 номер. Евгений Чумак. Да, это Малгинец, что там сказал игроку Кыргыз-Алтына. Не осталось это без внимания судьи. Подзывает он к себе игрока. Это Нурислам Орунтаев, 11 номер. Ну и просит его, наверное, действовать в рамках правил. Заброс ближе к штрафной соперника, и будет аут.
Ну что ж, все меньше и меньше времени остается до конца матча. Подача! Удар! Ой, какой гол мог быть красивый, а! Опять везет Карабалти, а! Вот скидка хорошая, удар! Это был самый реальный шанс последних 5 минут, наверное, у Кыргыз-Алтына. Ну как же не забил здесь 5-й номер Айдарбек Усенов. Момент-то был прекрасный. И мяч хорошо ложился под ногу. Чуть-чуть не попал он по нему, чуть-чуть. Да, чуть-чуть посильнее, поточнее. Ну, гол был, точно был бы. Ну и вратарь Алги. Мяч выбивает. Алга с мячом. Теряет его. Подхватывает желтый мяч, направляет его в штрафную площадь. Какой накал борьбы в эти последние минуты. Может быть, последний шанс у Кыргыз-Алтына использовать этот аут. Передача! Нет, красный мячом овладевают. Выбивает его вперед. Недалеко он улетает. Опять карабалтинцы его подобрали. Еще один будет аут. Еще один заброс. И пробить. Удар? Нет, такой удар, конечно, голкипер заберет. Ну что ж, будем подводить, наверное, итоги матча. Очень много моментов было во втором тайме у Алги. Очень много моментов было у Карабалты и в первом тайме, и во втором. Да, лучше своими моментами распорядилась Алга. Поэтому она и ведет в счете. Вот, ворота пустые у Кыргыз-Алтына. Вратарь пошел вперед. Последний, самый последний шанс у Кыргыз-Алтына сравнять счет в матче. Евгений Чумак подает. Отбиваются алгинцы. Ворота пустые. Нет, ну, конечно, не забить таким ударом, но все-таки отвести мяч от своих ворот можно. Аут. Заброс туда подальше. А вот здесь может быть очень опасна атака Алги. Разбегаются они. Будет удар. Вратарь отбивается. Помогают защитники. И пока четверо там остались, можно попробовать провести последнюю решающую атаку. Нужен пас хороший вперед. Нет, пас не получается. Азамат Умерлиев просит мяч быстрее дать. Алгинцы мяч перехватывают, идут вперед. И звучит финальный свисток, дорогие друзья. Кыргыз-Алтын у себя дома проигрывает, к сожалению, своих болельщиков. Этот матч Алга выигрывает во многом благодаря хорошей игре и неплохой эффективности. Да? Очень много было хороших моментов. Один момент они реализовали, алгинцы, ну а карабалтинцы сделать
со своими моментами это не смогли, поэтому сегодня счет именно такой. Ну, для вас сегодня работал Азамат Аслабашев. Всего доброго, дорогие друзья, еще встретимся. Сегодня команда проиграла, к сожалению, но временами показывала очень неплохой, качественный футбол. Скажите, что здесь больше сегодня, невезение или каких-то просчетов? Ну, я думаю, что была обоюдно острая, двухсторонняя хорошая игра. Команда соперника использовала момент. Мы свои моменты не использовали, потому что чуть-чуть не хватило мастерства, мне кажется. Или так концентрация в завершающей фазе. А так, в принципе, мы потеряли 3 очка и играли так неплохо. Скажите, пожалуйста, в чем заключалась тактика на матч? Какое было наставление игрокам? Потому как показалось со стороны, что полтора тайма команда играла просто в забросы в центральную зону атаки. Ну, я думаю, по моему мнению, мы не так играли. У нас задача была не дать этой молодежной команде сыграть агрессивно против них сыграть, не давать им играть в футбол и там строить атаки. Так что первый тайм у нас такой были там. Большинство мы владели мячом, там создавали атаки. Да, там были моменты, когда они контролировали мяч, но это было все в центре поля. В принципе, хорошие ребята, никаких вопросов. Так что могу еще добавить, что, наверное, в ближайшее время мне предстоит искать работу. Так что вот так у нас такие дела в команде. Так что. Хорошо, ладно, спасибо большое, удачи вам большое. Поздравляю с победой сегодня. Скажите, пожалуйста, как настраивалась команда на эту игру? Ожидали ли вы, что будет так сегодня складываться игра, и то, что вот вы забьете гол, что станете лучшим игроком матча? Было такое предчувствие у вас? Спасибо за вопрос. Да, типа вначале думал, что мы выиграем. Изначально было это то, что мы настраивались на эту игру. Изначально в матче ветер мешало в игру играть. А так в целом игра складывалась хорошо. Вот. И мы знали то, что выиграем, и чувствовали это. Скажите, что вам сказал тренер в перерыве в раздевалке? Почему команда на второй тайм вышла совсем с другим настроением, и у команды появилось просто огромное количество голевых моментов? Ойымча тренердің деле айтқаны емес, бұл қырғыз алтын болса просто көп алдыға шығып зоналарын тыштап кетеді, ошон үчүн биздин атакаларыбыз көбүрөөк болуп баштады деп ойлойм. Ошо кыргыз алтынга чоң рахмат, ошон үчүн жакшы оюн болду. Что, спасибо, желаем вам хорошей игры, хороших результатов. Сергей Александрович, расскажите сегодня о матче, как он складывался с тренерской скамейки для вас, да, потому как вначале казалось, что очень тяжеловато было для вашей команды играть против соперника, ну а затем почему-то разбежалось, моглось, все получалось, получались моменты хорошие, и гол получился просто великолепным. Да, вот что повлияло на изменения в игре? На изменение игры все-таки, наверное, повлиял забитый гол. Сработал закон футбола, команда соперника нам не забила, мы использовали свой шанс. Хотя у нас были тоже пару моментов в первом тайме. Ну а во втором уже была игра, так сказать, команда хотела отыграться, открывала зоны, мы использовали их. Не все так, как хотелось бы, мы делали на футбольном поле. Много допустили ошибок, особенно в средней части поля. Но еще раз говорю, вот похвала футболистам в том, что они до конца старались, играли. Да, наша беда, мы создаем моменты, но реализация у нас очень слабая, поэтому в этом получается игры такие напряженные, и мы играем в большей части, знаете, эмоциями, уже не хладнокровием, эмоциями. А когда ты играешь эмоционально, много сил уходит. Скажите, получается, да, очень большое значение все-таки имеет, кто забьет первый мяч, да? Видимо, строить, может, игру надо от этого? Ну, так и было сегодня. В принципе, мы изучили команда нас изучила, и она поменялась по сравнению с предыдущими играми, чуть по-другому играла. Ну, видите, у них были два хороших момента, момент, потом угловые, они не забили. Мы использовали свой шанс. А когда забивается мяч, игра открывается, как говорится, команда реагирует, открывает, более активно становится в атаке, открывает зоны. У нас получилось использовать их, но не получилось завершить наши моменты. Что будет в следующей игре? Будут ли какие-то изменения? Не понял. Что будет в следующей игре? Будут ли какие-то изменения там, в тактике, стратегии на матч?
Ну, посмотрим. Наш следующий соперник это Барс, который команда очень серьезная, и поэтому у нас есть сейчас большой перерыв будет, но, как бы сказать, поработать с командой не получится, потому что 15 человек уезжают в сборную. Получится, там у нас будет сейчас пауза, потом соберемся, кто будет, и будем работать. И смотреть уже будем потом, как ребята в сборной выступят, и как они приедут, в каком состоянии. Ну, работа предстоит, но как еще плана на следующую игру нету, потому что состояние футболистов я еще не знаю. Спасибо большое. Хороших вам игр, хороших результатов. Спасибо.